Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, ФЛНК, крупнейшая лезгинская общественная организация. Ее появление ознаменовало новый этап в современной истории лезгинского народа. Цели и задачи своей работы ФЛНК сформулировала предельно четко: консолидация и развитие общин лезгин в России путем сохранения самобытности, родного языка, национальной культуры и образования на родном языке. Для решения поставленных задач ФЛНК с момента своего учреждения в 1999 году активно взаимодействует с государственными и общественными структурами нашей страны, в том числе с Федеральным собранием, администрацией президента и правительством России. Уникальной площадкой в этом смысле становится впервые созванный в августе 2012 года Совет по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Последовательно и настойчиво президент ФЛНК Ариф Керимов вносит лезгинский вопрос в общероссийскую, а затем и международную повестку. Одним из важнейших на начальном этапе дел становится основание своего печатного органа. В ноябре 1999 года появляется ежемесячная газета «Лезгинские известия». С 2009 года информационная работа переходит на официальный сайт flnk.ru. 11 декабря 2006 года в стенах Государственной Думы Российской Федерации проходит инициированный и проработанный ФЛНК круглый стол «Национально-культурные особенности развития народов Южного Дагестана». Это было первое крупное событие в стенах высшего законодательного органа страны, непосредственно посвященное проблемам лезгинского и близкородственных народов. Еще до ратификации Россией договора о госгранице с Азербайджанской республикой ФЛНК впервые в истории организовывает в стенах Общественной палаты Российской Федерации слушания на тему «Разделенные народы России. Правовой статус и трансграничное сотрудничество». Дискуссия привлекает внимание к острейшим проблемам разделенного лезгинского, а также цахурского, рутульского и аварского народов. Более 30 предложений в адрес правительств Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Государственной Думы, МИД, Пограничной службы России и правительства Республики Дагестан направляют участники конференции «Проблемы лезгинского и аварского народов, разделенных госграницей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, и пути их решения» 2012 года. В мае 2008 года в стенах Академии Государственной службы при президенте Российской Федерации ФЛНК проводит международный симпозиум «Кавказская Албания и лезгинские народы. Историко-культурное наследие и современность». Симпозиум становится первым в России научным форумом, посвященным истории Кавказской Албании, древнего государства лезгинских народов. Под эгидой ЮНЕСКО в июне 2015 года в московском президент-отеле проходит организованная ФЛНК международная научная конференция «Дербент. Перекресток цивилизаций», приуроченная к юбилею древнейшего города России. На конференции публике представляется революционный труд «Албания Кавказика», первое академическое издание в России, полностью посвященное истории Кавказской Албании. Уникальная книга издана при поддержке ФЛНК под грифом Института востоковедения РАН. «Вместе с молодежью строить будущее» — эти слова можно назвать девизом молодежной работы ФЛНК. В 2011 году в Тюмени в здании областной думы проходит совместная с Министерством регионального развития конференция «Роль общественных институтов в нормализации межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», объединившая лезгинские общественные организации 7 регионов Западной и Восточной Сибири. Интеллектуальный задел конференции в Тюмени через несколько лет воплотится в масштабном проекте «Дагестан против терроризма и экстремизма», поддержанном грантом президента России. 8 молодежных форумов в 6 районах и 2 городах Дагестана. Итоговая конференция в московском президент-отеле. Более 2000 участников. Уникальная авторская методика по работе с молодежью, через которую в дальнейшем пройдет более 10 тысяч человек. Обширный пакет рекомендаций в государственные органы по профилактике экстремизма. Вот лишь некоторые итоги проекта. Официальные мероприятия всегда чередуются с неформальными. Теплом, открытостью и стремлением к единению наполняются мероприятия, объединяющие молодежь лезгинского, агульского, крызского, рутульского, табасаранского, удинского, цахурского народов. Одним из знаковых мероприятий ФЛНК, без которого трудно представить культурную палитру Москвы, становится народный лезгинский праздник Яран-Сувар. Новый размах эта традиция получит в 2005 году, когда Яран-Сувар пройдет на главной культурной площадке страны, в стенах Государственного Кремлевского дворца, собрав почти 6 тысяч участников.
Иран-Сувар в Москве не только дает возможность окунуться в атмосферу родного праздника, услышать знакомые с детства мелодии и ритмы, насладиться общением с земляками, но и является важным фактором сохранения культурной идентичности за пределами малой родины. В 2014 году ФЛНК закладывает традицию объединенного праздника весны народов Южного Дагестана в Дербенте. Организуя праздник, ФЛНК старается выявить и продемонстрировать все культурное богатство и самобытность Южного Дагестана. В августе того же года ФЛНК проводит в селе Усухчай Докуспаринского района Дагестана масштабный межрайонный фестиваль-конкурс народной песни имени прославленного лезгинского поэта-песенника Кукваса Раджаба, призванный популяризировать настоящую лезгинскую музыкальную традицию, которая в силу исторических причин испытала на себе мощное влияние культуры восточных соседей, исказившей ее исконный горский характер. С середины 2000-х годов одной из ключевых площадок проведения культурных мероприятий ФЛНК становится Московский дом национальностей. Учитывая важнейшую роль ислама в духовной жизни лезгинского и других народов Восточного Кавказа, ФЛНК с 2012 года проводит в Республике Дагестан и Москве различные мероприятия, приуроченные к мусульманским праздникам. Их цель – приобщение к высокой культуре традиционного ислама, укрепление единства лезгинского народа, мира, согласия и взаимопонимания между мусульманами, профилактика экстремизма в молодежной среде. ФЛНК – первая в России национально-культурная автономия, сделавшая одним из ключевых направлений работы международную деятельность. Благодаря активности организации, лезгинская проблематика прочно закрепляется в повестке работы крупнейших международных структур, занимающихся проблемами национальных меньшинств. В ноябре 2012 года ФЛНК вступает в Организацию непредставленных наций и народов, а еще через 2 года – Федералистский союз европейских национальных меньшинств, став членом 2 крупнейших организаций по защите прав коренных народов и национальных меньшинств. В 2013 году по приглашению ФЛНК представительная делегация, получившая название поисковой миссии, включающая членов Европейского парламента и международных экспертов, прибывает на Кавказ. Целью миссии было изучение и сравнение ситуации с соблюдением прав лезгинских народов в Азербайджанской республике и Дагестане. По итогам работы миссии на площадке Европарламента прошел круглый стол. Итоговый доклад с фотоматериалами был представлен на сайте Европарламента и разослан всем авторитетным международным структурам. В апреле 2013 года президент ФЛНК Ариф Керимов выступает в Женеве на 50-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Это было первое публичное выступление представителя лезгинской национальной общественности на международной арене. В 2017 году наступает кульминация усилий ФЛНК по решению 2 острых и застарелых проблем лезгин – вопросу помощи вынужденным переселенцам сел Харахуба и Урьянуба и остановки проекта по добыче подземных вод в дельте Самура. По каждой из этих проблем ФЛНК были развернуты масштабные информационные и общественные кампании. Села Харахуба и Урьянуба – российские эксклавы в глубине территории Азербайджанской республики. После заключения договора между Российской Федерацией и Азербайджанской республикой о государственной границе от 3 сентября 2010 года передаются Баку, а жителям предлагают принять азербайджанское гражданство. Большинство предпочитает остаться россиянами, после чего их попросту депортируют в Дагестан. Формально жители этих сел остаются в стране гражданами, которой они являются, но на деле их отправляют в никуда. С 2011 года ФЛНК проводит десятки встреч на федеральном и региональном уровне по харахубинской проблематике. Другой точкой кипения в Южном Дагестане примерно в это же время становится реликтовый Самурский лес, где связалась в тугой узел проблема воды, экология и жизнь людей. С 2013 года началась настоящая борьба за Самурский лес. По инициативе ФЛНК в Дагестане прошли общественные слушания, где отчетливо прозвучал голос жителей в защиту родной земли и своего конституционного права на благоприятную экологическую среду. В начале 2014 года Ариф Керимов сформировал специальную делегацию в Самур, в которую, кроме руководства ФЛНК, вошли эксперты Российского союза гидрогеологов, экологической организации «Зеленая лига», известные журналисты, депутаты Госдумы и другие.
20 июля 2017 года в ходе заседания Совета при президенте России по межнациональным отношениям Ариф Керимов публично обращается к Владимиру Путину с просьбой помочь в решении Хракубинского и Самурского вопросов. Сразу же следует специальное поручение Владимира Путина по анализу гидрогеологической ситуации в дельте Самура. Вопрос водоснабжения решен. Экологическая катастрофа предотвращена. Сегодня экосистема дельты Самура имеет статус национального парка. Вопросу вынужденных переселенцев также дается финальный импульс. Решение многолетней проблемы обретает четкие очертания. В итоге, летом 2018 года хракубинцы и урьянубинцы наконец начинают получать долгожданную помощь в виде жилищных сертификатов. В 2019 году ФЛНК ожидает новая победа – получение специального консультативного статуса при Экономическом и социальном совете ООН. После 4 лет усилий и упорной работы ФЛНК наконец достигает высшего уровня международного признания для общественной организации. Вместе с высоким статусом ФЛНК получает право участвовать в работе международных конференций ООН, вносить предложения на сессиях, организовывать мероприятия на площадках ООН. Достижения в международном поле сочетаются с признанием на федеральном уровне. В 2018 году президент ФЛНК Ариф Керимов удостаивается благодарности президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. В отчетный период ширится спектр направлений работы молодежного актива ФЛНК. Это благотворительные и донорские акции, образовательные семинары, кулинарные мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, интеллектуальные игры, лезгинский разговорный клуб, конные походы и многое-многое другое. В 2018 и 2019 годах у мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве ФЛНК вместе с благотворительным фондом Леки проводит вечера ифтары лезгинской общины, коллективные разговления в дни месяца Рамадан. С 2020 года на смену вечерам-ифтарам в Москве приходят масштабные благотворительные акции по раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям в Дагестане. За 3 года проведения акции ФЛНК помогает более чем 3000 нуждающихся семей в 12 муниципалитетах республики. Продолжается традиция по раздаче мяса нуждающимся на Курбан-Байрам, заложенная ФЛНК еще в 2014 году вместе с благотворительным фондом «Надежда». За прошедшие годы благотворительную помощь в виде свежего мяса получают тысячи семей в районах Южного Дагестана и городе Дагестанские огни. Общий объем розданного мяса превышает 1,5 десятка тонн. Одним из наиболее значимых молодежных проектов ФЛНК последних лет становится межрегиональный историко-патриотический форум «Наследие предков», прошедший в Дербенте в 2021 и 2022 годах. Партнером форума выступает некоммерческий фонд «Национальное возрождение», учрежденный Арифом Керимовым. Популяризация малоизученных страниц прошлого лезгинского народа и их рассмотрение в контексте общего исторического пути с Россией становится смысловым стержнем международной научно-практической конференции «Россия и Восточный Кавказ. Единство исторической судьбы». Приуроченная к 300-летию персидского похода Петра I, конференция охватывает широкий круг вопросов – от общего обзора развития Восточного Кавказа в XVIII-XIX веках до национально-освободительного движения Хаджи Дауда Мешкюрского и его влияния на историческую судьбу народов. Важным вехам в истории Южного Дагестана и выдающимся личностям посвящены документальные фильмы ФЛНК, в том числе цикл «Села. Герои страны гор». Совершенно небывалой по масштабам просветительской акции, объединяющей лезгин, где бы они ни жили, становится «Лезги-диктант», аналог знаменитого тотального диктанта, впервые прошедший в 2019 году. За годы проведения акции в ней принимают участие лезгинские общины из десятков городов России, а также Азербайджанской республики, Украины, Белоруссии, Эстонии, Турции и других стран. А ежегодное число участников превышает 10 тысяч человек. С 2020 года можно самостоятельно написать диктант онлайн из любой точки мира через специально созданную интернет-платформу. Деятельность ФЛНК и ее руководителя, как и прежде, не остается незамеченной. В 2022 году Ариф Керимов награжден медалью Совета Безопасности Российской Федерации за заслуги в обеспечении национальной безопасности. В феврале 2023 года президент ФЛНК награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени.
Реализация масштабных проектов по всем основным направлениям работы ФЛНК продолжаются. Среди них большой документальный фильм о Хаджи Давуде Мешкюрском, съемки для которого были проведены в 4 странах мира, книга «Лезгины. История, традиции и современность», обобщившая большой корпус данных и включившая неизданные ранее архивные материалы. Готовятся международные научно-практические конференции, посвященные важным датам в истории лезгин и других народов Восточного Кавказа, 210-летию Гюлистанского мирного договора и 1380-летию принятия ислама Дербентом, и многое другое. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, ее деятельность и вклад в самосознание лезгинского народа уже стали неотъемлемой частью народной истории. За время своего существования организация смогла заложить прочный организационный фундамент, задать вектор культурного, научного, общественно-политического и гуманитарного развития, который позволит выстраивать в лезгинском сообществе новые объединительные проекты. ФЛНК своей деятельностью продемонстрировала потенциал такой формы народного самоопределения, как национально-культурная автономия, и доказала, что у нее есть будущее.